Усміхніся свайму здароўю. Акцыя под такой назвай праходзіць на Брэшчыне. Яе мэта нагадаць дзецям і іх бацькам, наколькі гэта важна. Правильно сачыць за здароўем зубоў и регулярно наведваць кабинет стоматолога. В обществе существует очень такая тенденция к тому, что мы боимся стоматолога. И сегодня мы выходим к детям для того, чтобы они нас не боялись врачей, не боялись белых халатов. Это очень важно для нас. Ведь мы говорим детям о том, что красивая улыбка – это залог их успехов в будущем. Маленькая Аня адразу прызнаецца, што, як і ўсе дзеці, любіць салодкае. Але стоматолагаў не боится і упэўнена трымаецца ў крэсле, бо яна уважліва сочыць за здароўем сваіх зубоў. Мне сказали, что у меня все в порядке, только нужно чистить тщательно зубы. Ребята, приходите лечить зубы к стоматологу, тут нет ничего страшного. Дзіцячы страх перад наведваннем стоматолага часцей за ўсё звязаны з непрыемным першым вопытам, прычыны якога несвоечасовы зварот да спецыяліста. Нам бы очень хотелось заниматься профилактикой кариеса и видеть у себя впервые пациента в кресле не с зубной болью, а с улыбкой. Мы научим его чистить правильно зубы, научим его, какие продукты употреблять в пищу. Я думаю, что после этого визит ребенка будет ассоциироваться только с положительными эмоциями. На партах школьников зубная паста и щетка. Стоматологи рассказывают, как правильно ими користаться. Сначала чистим большие, а потом идем на маленькие и сверху также прочищаем. Як користаться засвоили на выдатно, а як правильно выбрать, это уже задача батьков. Уже с 6 лет мы начинаем использовать взрослую зубную пасту. Эта взрослая зубная паста содержит 1000 ppm фтора. Щеточка у нас уже становится средней жесткости, а посему менять мы ее можем уже раз в 3 месяца. И нужно помнить, что головка этой зубной щетки не должна быть большой, она должна соответствовать размеру 2–2,5 зубов. Стоматологи сцвярджаюць, будьте уважлівымі да свайго здароўя, і яно абавязкова вам усміхнецца. Крысціна Пратасавіцкая, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».